ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, утро, общегородская планерка. Первый вопрос – итоги паводка. Резкое потепление на майских праздниках стало причиной того, что реки Чебью, Ухта в некоторых местах вышли из берегов. Подтопила часть парка Кио, улицы Заречная, гаражи в некоторых частях города и так далее. На 8 утра сегодня уровень воды 468 сантиметров. Критически может достигать порядка 590 сантиметров. Большинство подтопленных мест освободились от воды. Ведутся жильцами работы по уборке территории, по храму Свято-Николаевскому ведется работа по устранению всех аварийных ситуаций, по ремонту, который там возник. Электроснабжение было восстановлено сразу же у нас после спада воды. На сегодняшний день не подключены у нас несколько домов. Газ, электрика были поданы. Там сейчас работает группа «Ухта-Межрайгаз», постоянно работаем с жильцами на связи. Причина – проверка внутридомового газового оборудования. Или жильцы просто не торопятся с уплатой за проверку оборудования, соответственно, после этого включения. Все дома, вот эти два дома у нас на контроле постоянно. Одним из важных подтопленных городских объектов стал стадион «Нефтяник». Сейчас вода из зала ушла, повреждения внутри помещений незначительны. На улице вода опасности тоже не представляет. Спортивная администрация обращается к горожанам. С футбольного поля вода тоже ушла, остались лужи по периметру и на маленьком футбольном поле, которое дальнее. У меня просьба к СМИ, если можно попросить население 2-3 дня на поле не выходить, дать ему полностью высохнуть, чтобы мы могли машину вытащить, потому что сейчас весь форс лежит. Что его надо поднять и посмотреть, что с крошкой. Может быть, добавлять надо, может еще. Поэтому такая просьба, потому что люди уже, смотри, с 8 утра на велосипедах умудряются кататься. Из других тем. За неделю на территории Ухтинского района 8 возгораний. Пало травы, из них официально 2. Начался сезон лесных потеряшек. Уже зафиксировано 2 случая. Обоих людей вывели. К сожалению, открыт счет на утонувших. На Ухтарке перевернулась лодка. Один мужчина выжил, другой утонул. От жителей города поступали обращения по поводу плохого запаха в районе конца Ленина-Куратова. Для исследования причин обратились к нефтяникам. По данным стационарного поста на машиностроителе превышения КДК тоже нет. То есть, вероятнее всего, речь идет о том, что у нас идет выброс какого-то вещества, которое не входит в состав тех маркеров, которые меряет «Лукойл». «Лукойл» меряет по тем маркерам, которые соответствуют их технологическому процессу. Мы направили 2 письма, это в адрес «Лукойла» и в адрес 7-го цеха СГПЗ, просьбой провести проверки, что у них там с технологическим оборудованием на предмет возможного выброса. Сегодня ждем от них ответ. Далее предполагаем поработать с сторонними организациями по вопросу, что нам все-таки надо расширять перечень маркеров, потому что запахи реально есть. Спецавтодоры управления ЖКХ продолжают уборку территории города. Однако по-прежнему мусор наблюдается во многих местах. Например, от Дворца культуры по дороге к Интернациональной. Конечная дата субботников, согласно постановлению администрации, 20 мая. На планерке звучит: с середины апреля в Ухте фактически не обслуживаются кладбища. Причины организационные, но внятного ответа, почему так произошло, не поступило. Вы знали, что в городе у нас есть кладбище, вы знали, что это надо обслуживать, вы знали, что у вас заканчивается какой-то контракт, вы знали, что надо дальше заключать, надо их дальше обслуживать. Вы об этом знали? Или не знали? Или только поняли, что у нас вдруг кладбище появилось? На повестке судьба детсада номер 40. Туда должны были ходить особенные дети. Садик предполагалось открыть уже давно. Однако к проблемам с кровлей и другими моментами добавились вопросы с фундаментом. Решено пока перебазировать 40-й в садик в 50-й. На следующей неделе пройдет конкурс на работы по вентиляции и пожарной безопасности в нем. Ориентировочно к 5 августа должны закончить работы. Потом еще предстоит получение лицензии. К началу нового учебного года этот садик будет работать. И все дети, которые сегодня находятся в 40-м садике, вместе с сотрудниками, то все идут в 50-й садик. Вот такое было принято решение. Если возможно и реально будет заключение по 40-му садику, что там действительно можно его сделать без капитальных, я имею в виду, не выводя его в реконструкцию, что такое там, ну, месяц, 2-3, какие-то работы мы там проведем. Естественно, что эти дети обратно перейдут в 40-й садик, в 50-й наберем. Если будет такая ситуация, значит дети останутся в 50-й садике. Тема отлова бродячих собак по-прежнему актуальна. Муниципальный конкурс есть, но желающих заявиться нет. Добрый город ссылается на нехватку рабочих рук. Других подрядчиков не наблюдается. Есть лишь надежда, что могут появиться исполнители из Кирова.